Для борьбы с импортозависимостью в сельском хозяйстве стране нужна новая аграрная политика, а также дешевые кредиты и субсидии от государства. Об этом РБК заявили фермеры на международной выставке, которая проходит в Москве. Чем уже может гордиться российская промышленность, а в чем зависимость от импорта еще сохраняется, узнавала наш корреспондент Анна Гара. Трактор К-708 конструкторы его ласково называют «Кирюша». На выставке импортозамещения представлен впервые. «Кирюшу» собрали буквально вчера. Все детали отечественные. Только одна белорусская в ходовой части машины – мосты. А вот серийный К-744 производят давно. И в этом году почти вдвое больше, чем прежде. Трактора продают в страны СНГ, есть покупатели и в Европе. Экспорт составляет около 30%. Трактора в зависимости от мощностного ряда цена варьируется. От примерно 5 миллионов до 7 миллионов рублей. То есть трактор 300 сил 5 миллионов, а трактор 430 сил с такой топовой премиумной версией комплектации стоит примерно 7 миллионов рублей. Отрасль, которая и до масштабной кампании по импортозамещению была ориентирована на внутрироссийский рынок, производство алюминиевых баллончиков для лаков, спреев и прочей косметики. Почти половину объема делают в Ставрополе и Тульской области. 90% реализовывают в России, 10% в странах СНГ. Но и тут есть над чем работать, чтобы снизить зависимость от импорта. Курс доллара и евро идет нам на пользу. Минусом является то, что мы половину сырья и материалов покупаем за рубежом, но тем не менее мы все производим в России, и для нас это сегодня выгодно. И нашим партнерам интереснее переносить заказы из Европы, из Азии на наши предприятия, потому что мы гарантируем качество, которое их устраивает. Мы проходим все технические аудиты. Теперь о передовиках импортозамещения – сельское хозяйство. О своих амбициях заявила Ингушетия. За 2 года регион полностью обеспечит себя картофелем и даже накормит соседей, обещает Юнусбек Евкуров. Это касается и яблок. В Ингушетии их выращивают 5 сортов. В этом году урожай в 2000 тонн отправили в Москву и Московскую область. Высаживают черешню, персики и бахчевые культуры. Правда, саженцы пока для тех же яблок завозят из Италии. Это первые брендированные, довольно серьезные саженцы были. И, естественно, производитель, и кто отвечает у нас за этот сектор, предприниматель, он берет на себя, завод уже начинает строить по сетке. Но саженцы он будет сам свой инкубатор делать для саженцев, чтобы республику обеспечить и обеспечить регион. Впрочем, эксперты говорят, для реализации задач по снижению импортозависимости нужна новая аграрная политика. Дешевые кредиты и увеличение объема дотаций. Например, в ЕС субсидии сельскому хозяйству составляют около 300 евро на гектар. В России пока 50. Анна Гара, Наиль Зарипов, Павел Харламов и Игорь Соловьев, РБК.